Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Руководители Абхазии и делегация Башкортостана обсудили работы по реконструкции набережной и дальнейшие планы сотрудничества. В Академии наук Абхазии приветствовали новых аспирантов. Как врачи республиканской больницы возвращают надежду пациентам с почечной недостаточностью? Актуальный репортаж программы. Официальная делегация Республики Башкортостан находится с рабочим визитом в Абхазии. Президент Баадрагунба принял главу делегации премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова. Для нас это действительно большое событие, ваш приезд, когда приезжают родные, добрые люди, которые приложили свои усилия ради взаимоотношений, добрых отношений между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия. Я знаю, что ваш вклад в этом деле велик, и слава Богу, у нас есть история, которой мы дорожим, история, которая длится десятилетиями в рамках нашего взаимодействия. И очень отрадно, что эти связи сегодня нарастают, эти связи сегодня крепнут. Мы со своей стороны, конечно же, рады такому развитию событий и надеемся, что добрые братские отношения между нашими народами и впредь будут сохраняться, в том числе при поддержке и помощи ответственных людей, которые направляют свои усилия на это сближение. Позвольте еще раз поприветствовать. Спасибо, уважаемый Бадраз Урабович. Хотел отметить, что уже несколько десятилетий Башкортостан является партнером Абхазии. И вот это решение руководства Российской Федерации, руководства Абхазии о том, что Башкортостан в очередной раз будет участвовать в определенных проектах на территории Абхазии, в том числе в реставрации набережной Диаскуров, это, в общем-то, для нас абсолютно логичный, последовательный шаг в нашем взаимодействии, в нашей дружбе. И поэтому мы, в общем-то, идем темпами, которые для себя запланировали, чтобы к этому сезону уже все завершить. Работы уже идут. Хотел бы сказать, что глава Республики Башкортостан Рафик Хабиров вам передавал большой привет и слава благодарности за такую вот братскую работу совместную, и дружбу, и выразил пожелание, что вы сможете в этом году сделать визит в нашу республику, потому что, конечно, башкортостанцы знают и вас лично, и весь абхазский народ с уважением относится и ждут, поэтому та сухумская колоннада, которая появилась на набережной Белой в Уфе, это, конечно, символ нашей дружбы. Мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы это не только было, скажем, моральная такая дружба и уважение друг к другу, но чтобы это и, конечно, конвертировалось в экономические результаты. Поэтому товарооборот, который есть между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия, он растет, мы прикладываем к этому усилия. Но кроме этого еще, конечно, есть и культурные, общественные связи. И то, что сейчас Сухумский аэропорт заработал, мы видим, что это очень, очень удобно. Поэтому будем, в общем, тоже оказывать помощь для того, чтобы максимальное количество рейсов было и из Уфы в Сухум. Но кроме этого еще есть ряд проектов, которые направлены на то, чтобы и башкортостанцы, и абхазский народ чувствовали, что мы, в общем-то, так дружим и поддерживаем друг друга и прилагаем дополнительные усилия для развития и Абхазии, и Башкортостана, в целом Российской Федерации. Поэтому спасибо, Бадраз, лично вам за такой подход, за уважение к Башкортостану. И уверен, это даст свои результаты, и уже мы их видим. Ну и в последующем точно еще лучше будет и больше всех тех контактов и результатов, которые уже есть. Спасибо большое. Состоялась расширенная встреча руководства Абхазии с делегацией правительства Республики Башкортостан. С абхазской стороны в ней приняли участие президент Баадрагунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Дылба, руководитель администрации президента Беслан Эшба и посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин. В состав делегации Республики Башкортостан вошли министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Булычева, представитель ведомства Олег Назаров и генеральный директор фонда
президента реализации инфраструктурных и социальных проектов в Республике Башкортостан Андрей Стариков. Действительно, взаимоотношения и взаимодействие между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия развиваются динамично. Эта база выстраивалась десятилетиями взаимоотношений между народами нашими. Мы прекрасно помним самые тяжелые времена после войны, после Отечественной войны народа Абхазии. Башкирия протянула руку братской помощи. Наши студенты обучались в Уфе. Башкирия помогала нам с гуманитарными грузами. Народ Абхазии прекрасно помнит эту поддержку. Сегодня перед нами стоит задача усилить социальное взаимодействие, экономическое взаимодействие на благо народов наших республик. Еще в 2010 году город Уфа и город Сухум подписали соглашение о побратимстве. Вся Абхазия знает, что вы оказываете неоценимую помощь и поддержку в реконструкции нашей набережной, часть которой будет производиться благодаря поддержке и за счет поддержки Республики Башкортостан. Мы готовы на дальнейшее взаимодействие в рамках и социальных программ. Мы готовы рассмотреть возможность реабилитации, прохождения лечения, отдыха, в том числе и ветеранов СВО, жителей Башкирии, детей из Республики Башкортостан. Есть ряд направлений, в рамках которого мы намерены усилить взаимодействие и сотрудничество. Уважаемый Бадру Зурабович, уважаемые коллеги, руководители Абхазии, хотелось поблагодарить вас за возможность вот этой встречи, которая даст нам возможность обсудить вопросы, связанные с нашими двусторонними связями между Башкортостаном и Абхазией, и, конечно, придать новый импульс нашим взаимоотношениям и внешнеторговому обороту, культурным связям. Хотелось отметить, что, конечно, у башкортостанского народа очень хорошая память. Еще в 20-е годы прошлого столетия, когда абхазы помогали в период голода продуктами нашим людям, и, конечно, мы не можем это забыть, это всегда чтится. Вот. В 90-е годы мы со своей стороны уже помогали нефтепродуктами, потом, в общем, наши врачи лечили ваших защитников независимой Абхазии в свое время. Ну и эта традиция наших старших товарищей, наших предков нам передана, и мы продолжаем поддерживать двусторонние связи, и к Абхазии относимся как к братскому народу, как к родной стране, и это, в общем-то, выражается во всех наших действиях. Поэтому, когда руководством Российской Федерации было принято решение, что и Башкортостан примет участие в реконструкции набережной Диаскуров, мы, конечно, с удовольствием включились. Вы знаете, мы идем хорошими темпами, есть еще ряд направлений, и когда, наше старшее поколение, в общем, есть программа, которая «Башкирское долголетие туризм», в общем, мы отправляем наших пенсионеров, наше старшее поколение сюда, в Абхазию, они приезжают очень довольными, потому что, конечно, здесь уникальная территория, природа, люди. Наша задача расширять количество направлений, которые дают нам возможность друг другу помогать, опираться друг на друга, увеличивать внешнеторговый оборот между нашей республикой и Абхазией. Самое главное, конечно, та частота встреч, которая возникает, она дает нам возможность постоянно и сверять часы, и, в общем-то, находить какие-то новые направления для взаимодействия. Если вы сможете возглавить делегацию, которая к нам 12 марта поедет, для нас было большой честью. На самом деле, как самым близким родственникам отношения у нас всегда было и остается. С огромной благодарностью принимаю приглашение. Обязательно в этом году мы посетим республику. Спасибо вам огромное. Я хотел бы добавить по поводу гостеприимства. Абхазия всегда славилась своим гостеприимством, но в Башкортостане мы видим сейчас своих конкурентов в этом плане, и это очень отрадно. Вы сейчас говорили о том, что вы считаете Абхазию своей второй родиной, и мы также относимся к Башкортостану, потому что у нас наша дружба она не сегодня возникла, это уже годы этой дружбы, и каждый год она укрепляется только. Добро пожаловать.
Бадра Гунба и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров посетили набережную Сухума. Они прошли по участку, который восстанавливается за счет средств, выделенных этим российским регионам. Узнали, на какой стадии находятся работы. Бадра Гунба и Андрей Назаров прошли по той части набережной, которая восстанавливается за счет средств, выделенных Башкортостаном. Узнали, на какой стадии находятся работы. Реконструкция набережной началась в прошлом году. Работы также финансируются за счет средств Татарстана, Сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, работающих в России. Протяженность той части набережной, которой занимается Башкортостан, составляет почти километр. Президент Абхазии выразил слова благодарности за оказанную поддержку, отметив, что проделываемая работа – это дополнительная возможность сблизить народы Абхазии и Башкортостана. Мы видим то, как проект должен быть реализован в конечном итоге. Проект, за который в том числе голосовали жители нашей страны. Проект действительно очень уникальный и масштабный. Безусловно, это позволит изменить облик нашей столицы. Променад, набережная, любимая часть для гостей нашей республики и для наших граждан. Мы благодарны за эту неоценимую поддержку. Мы благодарны и Сергею Владимировичу, который действительно является автором всего этого проекта, инициатором всего этого проекта. Как человек, родившийся на этой прекрасной земле, он прекрасно понимает чаяния, желания наших сограждан, и он пытается быть полезным для своей малой родины. В этом смысле благодарны всем тем, кто задействован в рамках реализации этой программы. Я уверен, что эта история будет напоминать многим поколениям о наших братских взаимоотношениях. В ходе осмотра президент прокомментировал вопрос о решении создания координационного штаба по реконструкции набережной Сухума. Принято решение о создании штаба координационного по реконструкции набережной города Сухум. Мы такого рода механизм уже применяли при реализации реконструкции аэропорта, и свою эффективность это показал. Поэтому Беслан Владимирович будет с нашей стороны оказывать всестороннюю помощь, координацию, поддержку и городским службам, и всем тем, кто задействован в рамках этой программы. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил, что планируется расширить количество направлений для взаимодействия. Когда мы видим, что нужны дополнительные усилия для того, чтобы Абхазия была уникальной страной для туризма, для своих граждан. И, конечно, то, что Сергей Владимирович Кириенко поручил нам часть вот этой набережной сделать, для нас большая честь, поэтому мы с опережением идем. В общем, вовремя запланировали в этом году к сезону завершить свою часть, эти 980 метров. И уверен, что это не будет единственным проектом, да, мы будем продолжать сотрудничать. Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются в ходе работ, все они решаются, и реконструкция идет в соответствии с графиком. Москва делает свою часть, Краснодар делает пирс, будет новый пирс напротив Прихаловки, культового символического места Сухума, поэтому здесь, конечно, многим российским регионам отдельное спасибо за включенность в важный межгосударственный проект. Открытие набережной намечено на 1 июня. На церемонию пригласят глав регионов, городов и организаций, которые занимаются ее восстановлением. Айлита Арутюнян, Аляс Курсая, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Судебное слушание по делу о стрельбе в парламенте Абхазии прошло в Верховном суде. Потерпевший Кан Кварча и подсудимый Адгур Харазия вновь на него не явились. В очередной раз в суд поступило заявление, в котором Харазия отказывается участвовать в процессе. И его отказ не связан с состоянием здоровья. Предыдущее слушание также перенесли из-за отсутствия стороны защиты. По ходатайству стороны обвинения к участию в заседании в качестве потерпевшей допущена Лариса Шоуа, родственница Вахтанга Гуланце. На слушание также явились свидетели, суд намерен их допросить.
В отношении подозреваемых по уголовному делу об инциденте в редакции газеты «Абхазский вестник» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по повесткам в прокуратуру Сухума были вызваны граждане республики Ишсол Какаля и Аслан Музов. Они воспользовались своим правом и отказались от дачи показаний во время допроса. В ведомстве добавили, что информация о том, что еще одним фигурантом дела стал Давид Накопия, не соответствует действительности. В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины. Главным итогом встречи стала договоренность об обмене военнопленными. Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен переданной 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 3 граждан Российской Федерации, жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой. Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, там им оказывают необходимую помощь. После их доставят в Россию для прохождения, лечения и реабилитации. Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным переговорам. Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс, написал на своей официальной странице спецпосланник президента США Стив Уитков. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал о ходе переговоров в Абу-Даби и главном индикаторе их успеха. Кирилл, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как проходят встречи в Абу-Даби? Ну, как вы знаете, совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. И мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно. Кирилл Александрович, а есть ли прогресс по мирному соглашению? Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее позитивное движение вперед. Но здесь в Абу-Даби помешать невозможно, я полагаю. Ну, им сложно, но они стараются. 9784 пациента обслужили в отделении гемодиализа в 2025 году. В январе этого года в отделении было проведено 65 процедур. Отделение укомплектовано всем необходимым оборудованием и специалистами. Здесь работают в круглосуточном режиме, чтобы своевременно оказать людям с почечной недостаточностью жизненно необходимую помощь. Репортаж Аманды Пакеля. Давтян Сирануш уже около 10 лет страдает от почечной недостаточности. Она 3 раза в неделю приходит на процедуру гемодиализа, что позволяет ей поддерживать свое здоровье и качество жизни. У меня рожденный поликистоз почек, уже полностью почки перестали работать, и я поступила на диализ. Уже 1.5 года. Никакой боли, сейчас я хорошо очень чувствую. И все мы хорошо на диализе чувствуем. И сестры, и врачи болеть не дадут. Если что, сразу помощь окажут. Отделение гемодиализа работает в республиканской больнице с 2011 года в непрерывном режиме, оказывая помощь больным с острым повреждением почек, а также с хронической болезнью почек 5-й стадии. Неотъемлемой частью отделения является обеспечение заместительной терапии для пациентов кардиологического, терапевтического и неврологических профилей для больных реанимации. Что касается, самой процедуры, мы проводим ее в том случае, когда почки не справляются с жизнедеятельностью организма. Также к показаниям к диализу является уремия. Это когда из организма нужно вывести токсины. Также показанием могут быть различные отравления лекарственными препаратами или токсичными веществами. Также может быть, отеки, в том числе отек легких, которые медикаментозно не контролируется. И также может быть, здесь можно говорить о электролитных нарушениях множества и в основном повышение калия, это гиперкалемия.
Как рассказала Марта Харади, в отделении функционируют 3 зала с современными аппаратами, и в настоящее время на лечении находится 14 человек. Каждая процедура длится 4,5 часа, после чего пациенты могут вернуться домой. Реестр больных у нас ведется, так же как додиализных больных, которые находятся на начальных стадиях, это 4-я стадия, 5-я стадия с почечной недостаточностью больны, на ранних стадиях 2-я, 3-я стадия, и, безусловно, также реестр больных уже диализных пациентов, единая база у нас существует. И хочу сказать еще, что вот по поводу додиализных больных вообще должны выявлять должны в поликлиниках по месту жительства. Но ввиду того, что в поликлиниках нет специалистов именно нефрологов, к сожалению, вынуждены заниматься этим мы в отделении гемодиализа. Мы выявляем, ставим их на учет, и они наблюдаются у нас. В 2017 году в отделении гемодиализа было заменено оборудование, что значительно улучшило качество работы. В 2025 году было обслужено 9784 пациента, из которых 86 страдали от острого повреждения почек. В январе этого года в отделении было проведено 65 процедур гемодиализа. На данный момент отделение полностью укомплектовано штатными специалистами. В нашем отделении докторов, в принципе, достаточно, именно в отделении, но медсестрам мы всегда рады. Если будет у нас пополнение, мы только за. Ввиду того, что есть своя специфика в отделении, медсестра просто придя устроиться к нам на работу не может. Она должна сначала пройти курсы у нас же в отделении, только спустя 2-3 месяца она уже приступает к работе. Аппарат для гемодиализа выполняет фильтрацию крови пациента. В нем кровь пропускается через диализатор или искусственную почку. Аппарат также контролирует различные параметры, что обеспечивает безопасность и эффективность процесса. Расходный материал мы получаем вовремя. В 3 месяца раз мы делаем заказ, и все приходит вовремя. По поводу обеспечения лекарственными препаратами, значит, за это несет ответственность. Каждый больной получает в поликлинике по месту жительства. Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью – целевая ведомственная программа Минздрава Республики. Все пациенты, нуждающиеся в этой процедуре, получают необходимую помощь на безвозмездной основе. Аманда Бакеля, Давид Хашик, Абхазское телевидение. 7 человек успешно преодолели экзаменационные испытания и зачислены в аспирантуру Академии наук Абхазии. После окончания учебы они пополнят ряды молодых ученых республики. Тему продолжит Милана Агрба. Посвящение в аспирантуру – это нелегкий, порой тернистый путь, полный испытаний. Тем не менее, 7 молодых ученых решительно вступили на эту дорогу, готовые к новым свершениям. На молодых аспирантов возлагаются большие надежды со стороны преподавательского состава Академии наук Абхазии. Эти талантливые люди станут основой будущего Абхазии. Их знания и идеи будут формировать новое поколение ученых и способствовать процветанию Родины. Академик Валентин Когония вручил удостоверение новым аспирантам. Он пожелал им успехов и трудолюбия в их нелегком, но увлекательном пути. Одна из ключевых задач, стоящих перед молодыми учеными по завершению их обучения – защита кандидатских работ. Здесь большое значение имеет работа в тандеме с преподавателями, что способствует обмену знаниями и опытом и позволяет молодым исследователям получить ценные отзывы от более опытных коллег. По сравнению с прошлым годом, если, наверное, сравнивать, то мы можем сказать, что у нас увеличивается количество аспирантов. Если в прошлом году у нас было 4-5 аспирантов было зачислено, то сегодня мы зачисляем 7 аспирантов. Общее количество на сегодняшний день у нас 23 аспиранта и 6 соискателей. Самая важная задача – это чтобы по окончании обучения молодые ребята представили свою работу на обсуждение в научные учреждения, в которых они числятся. Ну и хотелось бы, чтобы уже через 4 года они защитили свои работы. Мы очень нуждаемся в квалифицированных кадрах практически по всем направлениям. Мы надеемся, что у нас будут и молодые ребята, которые
будут представлять не только гуманитарные направления. Молодые аспиранты, вступая на новый путь служения науке, делают свои первые шаги с трепетом и волнением. Каждый из них несет в сердце мечту, которая когда-то зародилась в стенах учебных заведений. Они делятся своими историями о том, как и когда решили посвятить себя научной деятельности. С благодарностью вспоминают своих преподавателей, которые стали для них наставниками. Наверное, я уже в старших классах понимал, что я буду заниматься наукой. И это все, конечно же, благодаря преподавательскому составу в школе. А уже после в университете это стало понятно, когда я начал участвовать в научных конференциях со 2-го курса. И, разумеется, я уже с 3-го курса понимал, что буду заниматься именно медиевистикой, изучением периода средних веков в истории Абхазии. Моя тема – политическая и социокультурная история Абхазского княжества 15-17 веков по данным нарративных источников. Немного замудренно звучит, то есть посвящено периоду позднего Средневековья и анализу письменных источников. Эти молодые ученые будут обучаться на протяжении 4 лет. Важно, чтобы каждый аспирант осознал значимость своей работы и стремился к активному участию в научной жизни, что в конечном итоге приведет к новым открытиям и достижениям. Милана Агарба, Константин Парула, Абхазское телевидение. Продолжаются ремонтные работы по замене крыши Ацинской средней школы. По словам директора Игоря Цукба, крыша главного здания не ремонтировалась уже более 40 лет и со временем стала протекать. По поручению президента в конце декабря прошлого года были закуплены все необходимые материалы и рабочие приступили к работе. Общая площадь крыши составляет 1200 квадратных метров. По словам Игоря Цукба, если не будет мешать погода, в ближайшие дни работы будут завершены. Школа в селе Ацы была открыта в 1980 году. Она рассчитана на 350 учащихся. А на сегодняшний день там учатся около 80 детей. أخب كوك ألصون يا كرشرة كوا يرجعن أتخرى كوارتو نجونخا أباسيني بنقلنا أخب بسخنة يجتسنا يومشخا يحزدرقل حرا أتعيتشا حزحنا ريقا خوردو يشدور يبشريا يبت بحيوني يحزيوزوب حيقرغود زجي يتبوب بريح زيج زكازة حدكار يتبوب حراحوي. Молодая абхазская писательница Кристина Тодуа, как номинант литературного конкурса «Писатель года» за 2025 год, награждена Российским союзом писателей памятной медалью Михаила Булгакова. Национальная литературная премия «Писатель года» учреждена Российским союзом писателей, способных внести вклад в русскую литературу. Премия представляет собой контракт на издание книги лауреата за счет Российского союза писателей. Каждому лауреату вручается символ премии, статуэтка в форме пера, покрытого в зависимости от категории премии золотом, серебром или бронзой. Эскиз Алексея Золотовицкого «О, где же ты, брат?» стал победителем режиссерской лаборатории «Сандро». Руководство Русдрама учло мнение зрителей и экспертов, эксклюзивность материала и новаторский подход к режиссуре. Эскиз был сделан по сценарию братьев Коэнов. На переговорах с Золотовицким обсудят возможность создания полноценного спектакля на его основе. Раненого орлана белохвоста обнаружили в районе озера Скурча. Птицу доставили в государственную ветеринарную службу в Сухуми, где начальник эпизоотического отдела Олег Теремков оказал ей первую помощь. По словам ветеринара, птица была подстрелена. У него открытый перелом у основания правого крыла. Перелом не сегодняшний, ему около 70 дней. Работать крылом птица не сможет, его следует ампутировать, а птицу выхаживать
ухаживать в стационаре. Выпускать птицу на волю с отсутствующим крылом нельзя, на воле она погибнет, сказал он. За последние 20 лет орлан белохвост полностью восстановил свое устойчивое присутствие в устье реки Кодоры и районе озера Скурча. Эта птица является одной из крупнейших в Евразии. Размах ее крыльев достигает до 2,5 метров. Она занесена в Красную книгу. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 6 февраля в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды, без осадков, местами возможен туман, температура воздуха ночью +2, +7, днем +10-15, температура морской воды +9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.